Горы мусора, непротекающие трубы. Некоторые управляющие компании Якутска не справляются даже с минимальным перечнем работ по обслуживанию жилфонда. С наступлением весны ситуация усугубляется. Если управляющие компании и ТСЖ не реагируют на обращения жильцов, в ход идут предписания и штрафы. Была проведена проверка в отношении компаний «Юнион» и «Столичная». Туалет разваливается, на придомовой территории мусор, санитарная точка не убирается. Вместо контейнера для твердых бытовых отходов разбитый деревянный короб. Специалист надзорного органа зафиксировал каждую деталь. Бытовые отходы мимо выгребной ямы выброшены, значит, здесь управляющая компания не организовала уборку. Вот, следовательно, здесь, когда начнется оттайка, будет антисанитарные условия проживания. По результатам выездной проверки инспектор прямо на месте составил протокол и выдал предписание управляющей компании об устранении выявленных нарушений в срок до 4 марта. При этом на компанию «Юнион» будут наложены штрафы на руководителя до 5000 рублей, на юридическое лицо до 50 тысяч рублей. Они должны работать на опережение. Работать превентивно. Ежедневные осмотры состояния общего имущества, работы инженерных коммуникаций, придомовой территории, санитарных точек. Чтобы они увидели это, устранили, а не когда собственник позвонит им, скажет, что вот такая-то проблема на территории. Конечно, они сейчас уже получат и протоколы, и будут штрафные санкции за такое недобросовестное отношение. У управляющей компании есть свое мнение на этот счет. Мусор убирается. Мусор убирается везде в городе Якутске. Жилкомсервис все убирается во время потоков, включая наледи. В данном случае, видимо, как мы видим, разлив наледи небольшой. То есть видно, что там буквально вылили одно-два ведра. То есть это не систематически наледь там состоит. Она убирается 2 раза в неделю минимум. Вот кусок меняли. И вот кран поменяли. Потому что вот эти не держали. Эти трубы под домом протекают не в первый раз, а в результате повышенная влажность и угроза фундаменту здания. Периодически в одном месте они приедут, запаяют, она в другом месте раз и лопнула. Управляющая компания, в общем-то, она быстро приезжает. В общем, реагируют они, конечно, нормально. Вот по холодной воде стоит труба, видите? Это после капитального ремонта. Должна быть по горячей стоять. И вот она и рвет ее. Здесь должна быть по горячей воде, она где-то в пару раз толще должна быть. Трубы меняла подрядная организация, однако результат выполненных работ по акту принимала управляющая компания. Несмотря на то, что работы по замене данных труб производила сторонняя организация, между данной организацией и управляющей компанией подписан акт выполненных работ, в связи с чем вся ответственность ложится на управляющую компанию. Проблемы с мусором и протекающими трубами самые типичные. Однако не все жильцы готовы доводить жалобы до устранения нарушений. Проверка жилищных инспекторов – крайняя мера. В случае многократных нарушений управляющие компании помимо штрафов могут и вовсе лишиться лицензии на обслуживание жилфонда. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Дилус Иннокентьев, Якутск.